Молодежь Коми реализует себя в разных сферах – карьере, творчестве, спорте, науке, патриотическом воспитании подрастающего поколения. Помочь в реализации молодежных инициатив готово государство. Так, до 30 апреля молодые люди могут подать заявку на грантовый конкурс «Росмолодежь Гранты». На реализацию проекта в 18 номинациях молодые люди от 14 до 35 лет могут получить до 1 миллиона рублей. Ухтинка Анастасия Калько, например, планирует получить грант, чтобы провести мультиспортивный фестиваль «Игры Коми», который соединит компьютерные игры и активный спорт. Фестиваль состоит из 2 этапов. Это онлайн-отборочные турниры, которые будут проходить по всей республике Коми. Они будут по 2 киберспортивным дисциплинам. Это Counter-Strike 2 и Dota 2. В результате у нас отбираются по каждой дисциплине 40 человек. Они приезжают в Ухту и соревнуются уже, скажем так, на базе именно фиджитал направления. То есть, допустим, Counter-Strike 2 – это у нас стратегия. Пойдем простыми словами, они придут, скажем так, отыграют свой раунд за компьютером, потом пойдут и отыграют раунд в лазертаг. Также автор молодежного проекта планирует включить мультиспортивный фестиваль игру FIFA 24 за приставкой в сочетании с игрой в мини-футбол на паркете. В минувшем году 33 проекта молодых людей из Коми поддержало Федеральное агентство по делам молодежи. Активная молодежь республики привлекла для воплощения своих идей более 20,5 миллионов рублей в 2023 году. И чтобы повысить шансы на успех, правительство региона оказывает инициативам молодых людей активную поддержку. Правительство Республики Коми в этом вопросе готово оказывать и оказывает нашей молодежи всестороннюю поддержку. Например, молодые люди, пожелавшие выиграть грант, могут обратиться в школу социального проектирования, которая была специально создана при Комитете по молодежной политике Республики Коми. В этой школе участники получают полное сопровождение своих проектов от идеи до подачи заявки на грантовый конкурс. Также Росмолодежь Гранты проводит конкурс для некоммерческих организаций, которые занимаются патриотическим воспитанием. На реализацию проектов в этой области готовы выделить уже до 1,5 миллиона рублей. Анастасия Хлобыстова на протяжении 5 лет работает с бойцами Федерации военно-тактических игр имени Героя Республики Коми Анатолия Хлобыстова. Она рассчитывает с помощью грантовой поддержки расширить возможности начальной военной подготовки юных ухтинцев с помощью лазертага. Мой проект направлен больше на молодежь, военно-патриотическое воспитание молодежи, подрастающего нашего поколения. Мой проект называется «Защитим Отечество вместе». В него будет внедряться техническое оборудование лазертаг. У детей будут проходить тренировки 2 раза в неделю. Раз в месяц мы будем уезжать на полигон «Регион», где они смогут отрабатывать свою тактику, показывать свои навыки, которые они получили за время тренировок. Если проект сестры первого героя Республики Коми Анатолия Хлобыстова получит поддержку, то, возможно, большее число ребят заинтересуется не только игрой в лазертаг, но и задумается о получении более основательной начальной военной подготовки. И проекты ухтинок – это лишь часть инициатив, что может помочь молодым людям в Коми проявить себя. Молодежь в Республике Коми активная и искренне стремится сделать жизнь в нашей республике лучше. Я желаю молодым людям, которые уже реализуют свои проекты, успехов и не останавливаются на достигнутом. А к тем, кто пока только думает о том, чтобы попробовать себя на этом поприще, брать с них пример, не бояться и действовать. И действовать смело, использовать все доступные возможности. К слову, обе инициативные ухтинки обратились за методической поддержкой в школу социального проектирования. Гранты Росмолодежи – не единственная программа поддержки молодежных инициатив. Подробнее о других муниципальных, республиканских и федеральных грантовых программах можно узнать на ресурсах Комитета молодежной политики Коми и школы социального проектирования. Роман Кирпа, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.